хочу вам розказати ще от этой дороги, хоча на її тепер нема, от, але вона була, Нянькова, і вона простенько йшла аж у вёску з Кришева. От яке це було. И теперь, как стали колхозы, то все загорали эту дорогу. И не эти. З якого по якій ви бігали цією дорогою? Это начиналось год школьный, ну, 7 класс, ну, я по порядку бы памяти сразу это обновлю память. 7 класс конца Вилюбчий уже был 35-36, ну, а считай до этого, до 6-го уже 34-35. Значит, 33-й, 34-й начинался школьный год, я у 5 класс. И пешком мы каждую раницу ходили. На-то зимой было, почти темновато выходили, как поспеть на 9. Вот. И в лаптях ходили, подбивался снег под пяту, и получался, что там лед. И мы, ну, это не завсёды было, а то як уже накидываешь шмат снегу, да идешь за ночь, так тогда это и разувались, и это с-под пяты выкидывали это сгусток, и все равно льоду, снегу этого. Вот якое дело. Ну, але усё перегети, надто, ну, тяга була велика до знаний, до учебы, так что мы справлялись, дети. А кажуть, що тут проходила некая дорога, називалася Віленський тракт, ці Это гостиниць. уже треба стоять вот так на полночь. Вот она шла справа от вёски Новоселки, ну и там дальше як за горы начиналась, и на косу, и шла, и так. И она теперь як современно, где дорога, ну теперешний час, Новограда Ключа, ну так это был перекресток. И он теперь обозначенный там, этот перекресток. Виленский тракт, это мы называли у вёсці это. И по ним гоняли гусей осенью, закупляли это евреи и гнали. И я сам як коровки пасвил, так это бачил, як они гнали. Всегда почему-то после под вечер, потому что днем это ж было, хоть и осень, или жарко было, и они как уже холоднее было. Они гоготали го-го-го, и некоторые от громады, от Питера, они запинали, сопровождали двоих. Ну, было гусей в этой самой ихней громаде, ну, я их не считал, или так, как на воплях теперь помню, где-то под 100 была такая громада, табунчик такие. Вот такое дело, Пешоцким не гнали.